Генеральная схема развития Сибая, составленная и принятая в 1955 году, предусматривала строительство основной зоны, так называемого ядра города, промышленных районов, обустройство территории рекреационно-вспомогательного назначения и зоны перспективной застройки. К последним относится свободная территория в 30 гектаров, располагающаяся между Сибайским институтом БГУ и микрорайоном обогатителей. Здесь, согласно утвержденному генеральному плану строительства 2012 года, расположится новый жилой район Восточный 2. Подготовка соответствующей проектной документации стартовала весной уходящего года. Подрядной организацией в ходе состоявшегося аукциона был выбран Магнитогорский проектный институт «Гипромес». Финансирование осуществлялось по республиканской программе развития городов. Как отмечает главный архитектор Сибая Мунир Рахимов, оформление проекта – одно из важных и перспективных этапов развития городской территории. В целом для развития города вот этот микрорайон многоэтажной застройки он нужен. Пусть это будет не в ближайшей перспективе, но данная территория она должна быть зарезервирована. Сегодня работы по проектированию будущего микрорайона закончены в полном объеме. Их результат был представлен на днях на публичных слушаниях. Проект предусматривает 32 многоквартирных дома от 5 до 10 этажей разного секционного типа, среднюю образовательную школу на 1000 мест и детский сад на 220, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговую площадку, двухэтажный паркинг, обустройство парковой территории и необходимых транспортных и инженерных коридоров, решение инфраструктурных проблем, возникающих в условиях современного города, как отмечают ответственные лица, уделялось особое внимание на этапе проектирования нового микрорайона. С учетом новых требований, с учетом, скажем, уже новых веяний в жизни у нас, потому что никто не рассчитывал, что автомобильный поток так быстро у нас будет развиваться. Тем более нормативы градостроительного проектирования тоже уже поменялись. И с учетом вот всех вот этих факторов мы, скажем так, получили то, что планировали. Реализация настоящего строительного проекта намечена в перспективе на обозримое будущее и рассматривается как закономерный этап развития городской территории. Однако, как заверяют руководители, привлечь первых инвесторов к проекту возможно получится уже в следующем году. Для этого нужно подготовить все необходимые коммуникации на объекте, к числу которых относятся электрификация, водоснабжение и система канализации. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.